В Сыктывкарском педколледже имени Ивана Куратова открылся отель «Огни Севера». Точнее, это не совсем отель, демонстрационная площадка с одноименным названием, на которой студенты специальности «Гостиничное дело» отныне могут отработать свои навыки и сдать выпускной экзамен. Центр демонстрационного экзамена по компетенции администрирования отеля оснащен всем необходимым оборудованием, что в свою очередь позволяет максимально приблизить студентов к реальным рабочим условиям. Среди первых постояльцев отеля оказался Павел Королев. Чем я могу вам помочь? Я бы хотел провести ночь в вашем отеле. В роли первого гостя заместитель министра образования Максим Ганов. Впрочем, на этом ресепшене каждый может почувствовать себя VIP-персоной. Ведь в рамках демо-экзамена студентам нужно показать эффективные навыки общения и обслуживания гостей. Ну и, конечно же, постараться решить все проблемы. Ведь клиент, как известно, всегда прав. Тут может происходить абсолютно все что угодно, и преподаватели по максимуму стараются нас подготовить ко всему. Конфликты, скандалы, что-то сломалось. Мы должны всегда улыбаться, слушать и стараться помочь всеми силами. Помимо заселения постояльцев и оформления всей документации, специалисты предложат приобрести сувениры, а также порекомендуют самые интересные места города, причем и на французском, английском и, конечно, коми-языке. Вообще, подобная площадка станет серьезным подспорьем для отработки знаний на практике. Демонстрационная площадка используется, как уже говорили, для проведения государственной итоговой аттестации. Это площадка для экзамена. Здесь именно, как мы сегодня увидели, практически студенты и выполнят задания. И мы убедимся, достигли они уровня, который мы ставили, приобрели компетенции, навыки, все ли у них хорошо. Но и, конечно же, вот такие демонстрационные площадки, они используются в учебном процессе и для проведения занятий. К слову, открытие подобного учебного класса как никогда актуально в год столетия региона, ведь ожидается много гостей, а их важно встретить хлебосольно. К тому же республика в последнее время делает большую ставку на туристический потенциал, и вместе с ним будет развиваться и гостиничный бизнес, а в последнем очень многое за человеческим фактором. Гостиничный бизнес – это очень динамичная отрасль, и она постоянно требует обучения, постоянно быть на пике, постоянно руку держать на пульсе. И очень много нового, особенно в технологических процессах в гостинице. Но и в первую очередь все-таки остается человеческий фактор. На сегодняшний день человек в гостинице – это основное. Первые в коме 16 специалистов по гостеприимству, да-да, именно так звучит название новой для республики специальности, из стен колледжа выйдут уже в этом году. А учитывая, что гостиничное дело входит в топ-50 самых востребованных профессий России, вчерашние студенты без работы точно не останутся. Павел Королев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.